Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. 15 декабря в Ашхабаде зажглась главная елка Туркменистана. Тем временем жители Туркменабада встречают уже не первый Новый год в гораздо менее веселых декорациях. Перед Ашхабадским культурно-развлекательным центром Лем установлена елка высотой 38,5 метров, увенчанная 8-лучевой звездой и цифрами 2022. Вокруг нее раскинулся целый сказочный городок. 15 декабря от перекрестка проспектов Бетараб, Туркменистан и Арчабил до центра Лем проехался новогодний кортеж с Аяз-бабой Гегарпамык, Дедом Морозом и Снегурочкой. К слову, в последние годы центральная елка Ашхабада занимала первое место в рейтинге как самая высокая среди новогодних елей столичных городов стран СНГ, подчеркивает Госинформагентство ТДХ. Елочный рейтинг 2022 года пока не составлен, но очевидно, что власти Туркменистана вновь питают надежду на победу. Вслед за столичной зеленой красавицей огоньками засверкали все новогодние елки, установленные в вилаятах на празднично декорированных площадях, рапортует ТДГ действительно. 10 декабря в Туркменабаде перекрыли дорогу перед местной белой юртой, специальным зданием для праздничных торжеств. Перед торгово-развлекательным центром Лебаб установили елку, площадь празднично украсили. Однако жители города призывают обратить внимание не на украшения, устанавливаемые раз в году, а на ту обстановку, в которой они живут ежедневно. В частности, на улицу Дайхан, бывшая Чехова, в микрорайоне Учпункт, которая ни разу за всю свою историю не была заасфальтирована. Эта улица находится близко к центру Туркменабада, она выходит на центральный проспект Бетараб, Туркменистан, бывшая улица Кастандова, по которому нередко ездит Гурбангулы Бердымухамедов, рассказывает источник. Но асфальтом покрыты лишь около 200 метров, прилегающие к проспекту. Остальные примерно 3 километра выглядят так, словно расположены в глухой деревне, а не в областном центре. В таком же состоянии и улица Гурлушикчи в микрорайоне Учпункт. На этой же улице можно видеть дома, которые до сих пор не восстановлены после урагана, произошедшего весной 2020 года. Официальные СМИ не сообщили ни слова о стихийном бедствии, а жильцы пострадавших домов не получили никакой помощи. Поврежденные здания красноречиво свидетельствуют, что не все оказались способны справиться с проблемой самостоятельно. Зато почти все бюджетники к 13 декабря уже получили зарплату, заявил источник. Мы радуемся и этому. Резкий контраст между парадными улицами и теми местами, которые вряд ли попадутся на глаза представителям высшей власти, характерен для всего Туркменистана. Непарадные улицы и дворы есть и в Ашхабаде.